Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ОТВ, в студии Елена Симонова. В начале выпуска коротко о главном сегодня. У берегов Сахалина третий день дрейфует аварийное судно. В Охотском море на северо-восточном шельфе острова движется по течению профессор Гагаринский. Научно-исследовательское судно потеряло ход еще 1 августа. Он находился в координатах 51 градус 7 минут северной широты, 144 градуса 3 минуты восточной долготы. У него вышел из строя опорный подшипник гребного вала, поэтому судно потеряло ход. Обездвиженный корабль сейчас находится в 20 милях от восточного побережья Сахалина. На борту судна 40 человек экипажа и специалистов. Угрозы их безопасности нет. Ожидается, что сегодня на помощь прибудет морской буксир «Гриф». Затем профессора Гагаринского доставят в порт Владивостока. И к другим темам. 63 метра над землей. Такой высоты достигнет кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Сейчас строители приступили к установке куполов и начали внутреннюю отделку. На одно из самых высоких зданий областного центра поднялась Анастасия Жукова. Сахалин предложит инвесторам новые льготы. В частности, компаниям, которые вкладывают значительные средства в развитие региона, обнулят ставку по налогу на прибыль. Соответствующий закон принят областными депутатами и ждет подписи губернатора. Сегодня его обсудили члены правительства с представителями крупных бизнес-структур и банков региона. Налог в 0% будет действовать первые 5 лет работы. На вторую пятилетку ставка тоже будет снижена и составит 10%. Для этого инвестор должен соответствовать ряду критериев, один из которых не являться предприятием нефтегазовой отрасли. При формировании благоприятного инвестиционного климата и при наращивании инвестиционного капитала и при увеличении показателей по инвестиционной деятельности мы должны все-таки заниматься диверсификацией экономики. Мы ставим перед собой задачи привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор. В регионе уже действует ряд мер поддержки инвесторов, которые также касаются снижения налоговых ставок. Кроме того, сегодня внедряется стандарт инвестиционной деятельности в области. Конечная цель – избавить бизнес от лишних административных барьеров и бюрократических препонов. Однако пока одни занимаются благоустройством, другие городу вредят. Фонтан на площади Ленина в Южно-Сахалинске в субботу неизвестные залили моющее средство. Пена мгновенно забила фильтры и работу гидросооружения остановили. В результате уже несколько дней горожане и гости областной столицы лишены любимой достопримечательности. Прохлады нет, очень такой жаркий день. Водичка как-то освежает, настрой другой дает. Кинули раствор, какой не знаем. Еще ни экспертизы, ничего не сделали. Мыльный раствор, в результате чего перестали работать фильтровальные установки. Вот и все. Пришлось сливать воду. Все. То есть фонтан перестал очищаться. Без фонтанов на площади Ленина горожане остались на 2 дня. Запустят гидросооружение на площади Ленина только во вторник. Чтобы заполнить их, понадобится 300 кубометров воды. Специалисты говорят, что подобные происшествия в Южно-Сахалинске случаются 2-3 раза в год. На проспекте Мира в Южно-Сахалинске станет одним светофором меньше. Речь идет о регулировщике, установленном на перекрестке с улицы Тихоокеанской. Сейчас напротив Дома торговли продолжается возведение надземного пешеходного перехода. Со строителями пообщалась Мария Агинко. Долинский район стал победителем спортивного фестиваля среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие в этом году провели впервые. На него съехали свыше 90 участников. За соревнованиями наблюдала Анастасия Жукова. На этом у меня все. Далее вас ждет реклама и прогноз погоды на завтра. Всего доброго и до встречи.